Дорогие друзья, ну как вы поняли, я нахожусь в парикмахерской. Причем не в обычной, а в учебной. Это Якутский технологический техникум сервиса имени Юрия Готовцева. И сегодня преподаватель техникума – это Римма Иннокентьевна. Она расскажет нам, как она готовит специалистов будущих, тех, которые занимаются вашими волосами. Римма Иннокентьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, как студенты, в общем, сразу знакомятся с огромным миром, так сказать, вот такой вот продукции, да? Угу. Что это такое? Это стайлинг, Так. то есть средства укладки для создания причесок. Угу. Ну давайте посмотрим ваши модели. Пойдемте. Угу. Мы подходим к нашим творческим отчетам наших студентов. Каждый выпускник при защите курсовой работы получает тему. Это может быть как историческая тема, да? Это может быть и по странам. И каждый студент сам разрабатывает, какой образ создать. Студенты у нас талантливые, очень талантливые. Прямо за время обучения, вот раньше до этого учились 3 года, а сейчас 2 года, да? Прямо сами вдохновляемся от их работ. Сразу же, как первокурсники пришли, мы начинаем с холодной укладки. С холодной укладки, чтобы разработать пальцы, чтобы начали работать со стайлингом, здесь работается гелем, да, и создавали, уже форму видели. Это холодная укладка. Не каждый мастер в городе умеет, да. Римма Иннокентьевна, сегодняшняя тема у нас мужская укладка. Насколько это сложно, и это перед женскими укладками, видимо. Как-то вот я так думаю, да? Правильно, нет? Они идут у нас, наоборот, женская укладка идет пораньше? Первым, ага. Угу. И То есть, потом когда вы обучаете? Да, плавно переходим после стрижки, уже переходим на мужские укладки. Учебный год у вас начался 1 сентября. Вот чему научились ребята за 1 месяц учебы? В самом начале. На первом курсе мы обучаем только классические основы, стрижки, укладки, окрашивания и химической завивки. Да? Мы начинаем с теории, с ознакомления структуры волос, с ознакомления оборудования. Да? И вот уже на этой неделе мы переходим на стрижки, то есть будем ставить уже держание ножниц с расческой, уже перейдем на стрижки, будут слегка стричь друг друга, поэтому мы говорим, у нас парное обучение, то есть уже девочки, мальчики находят своих половину, да? И на каждом занятии мы отрабатываем. Одна голова на двоих у нас может быть болван, если с манекеном работает. С манекеном. Друг на друге они не... Вот друг на друге, и поэтому попарно работают. У нас в этом году 1 парень, на 2 курсе тоже парень есть, но парни у нас обучаются. И мне очень радостно, что все выпускники парни работают. Именно по профессии, как они по профессии. Да, это же очень востребованная профессия, да, получается? Ведь да. Волосы же растут, они постоянно, это беспрерывный процесс. Особенно было очень тяжело, мы все помним, мы ковид пережили, да, когда в каждом доме росли волосы без конца, и мы все ходили как дикобразы, особенно мужчины. Да. И вот из ковида первыми вышли парикмахеры. Да, потому что все самая, побежали оказывается, в салон. Востребованная, самая такая профессия. Очень востребованная. И поэтому у вас, видимо, и конкурс большой, да, то есть отбоя нет у вас от желающих? Каждый год поступает по 25 студентов. Конечно, поступает после школы, и первые годы после выпуска я даже устраиваются все могут устроиться, но очень многие, больше половины поступают.
поступают, но в то же время опыт показывает, да, они к этой профессии приходят Какое-то время. через 2-3 года, все равно возвращаются. Ну, потому что раз они хорошо начали стричь, все равно эти волосы имеют какую-то магию. Хочется Но все они равно притягивают, стричь. притягивают, все равно, да. если ты хорошо стрижешь, все равно хочется стричь. Ясно. Вот у нас манекен-болванка, и сегодня вы покажете что, какую технику? У мужской укладки есть укладка бомбаж. Она сейчас актуальна, тоже актуальна. Сейчас увидите, чем отличается бомбаж от других укладок. Да? Оно делается обязательно укладка делается на влажные волосы. Это будет у нас какая? Холодная укладка или какая? Горячая укладка. Горячая укладка. Значит, давайте поясним для людей, не сведущих, ну, я, например, вообще не разбираюсь, да, что такое холодная, что такое горячая. Ну, горячая, понятно, это, видимо, вот фен, там, щипцы какие-то. Это у меня будет воздушная укладка феном. Укладка феном называется воздушная. Так. А укладка вот электрошипцами, плойками, да, она называется горячая укладка. То есть, допустим, вот у меня была горячая У укладка. вас была сегодня. горячая укладка. Понятно. А вот холодная укладка, почему мы первым начинаем с холодной укладки, это только на пальцах и расческой. То есть вы мочите вот волосы, да, и как-то их укладываете, да? Холодная укладка фиксируется гелевыми средствами. Но подходит и мусс сильной фиксации, да. Раньше делали раствор из сахара, пальцами сделали, да, и оно фиксируется, дается некоторое время. А потом оно вообще не будет терять форму. Вообще на всю жизнь, что ли? Ну, до следующего мытья. До мытья. До мытья, до следующего Ну, мытья. Значит, смотрите, на манекене очень, я бы сказала, много волос, да, потому что, ну, мои вот знакомые мужчины, у них обычно волосы вот, ну, там, не знаю, сантиметр или даже меньше. Это натуральные волосы горного козла, Так. нам пишут, да, и прошивки, все зависит от прошивки. Есть манекены, у которых прошивка не очень густая, а Ну, тут, как видите, как у настоящий, человека, прям да. как настоящий. А прошивка, смотрите, вот постижер, да, я так понимаю, это вот именно мастер по парикам, да? Да. Вот. И, то есть, каждый волосок, он вшивается, да? Ой, это же очень трудоемкая работа, Очень получается. трудоемкая работа. И сколько занимает по времени, допустим, создание вот одного парика вот этого? Мы даем за месяц вперед до работы, да, но в основном мы акцент делаем вот на теменной зоне. А здесь уже... Нет, создание парика, вот вы не сказали. Да. Примерно сколько? Это Месяц. Месяц? За месяц. За мы месяц даем. можно, да, вот Это такой? кропотливо. И если на сетке делается, это очень кропотливая работа. Да. За каждую сетку надо вывести. Каждый волосочек? Да. Прям каждый или Но вот прядочку? Прядь немножко из трех-четырех. Плечо, шею, голову, да, Так. они анатомически более соответствуют человеческой форме. Так. Стрижка тут не очень хорошая, да, но как это учебная голова, и поэтому мы стрижем тихонечко. Сперва классическую стрижку вот постригли, да, потом у нас будет полубокс, потом бокс. И когда все волосы будут меньше на этой затылочной, височно-боковой, да, мы здесь уже еще стараемся рисовать. Рисунки делать, чистые проборы делать, да, а потом только мы переходим сюда, здесь учимся тушевать, тоже по бокам тушевать, и поэтому у нас голова работает на много лет. Одна голова, мы сразу за год все не выбрасываем. Понятно, все волосы, да, Да. получается? У нас есть другие головы, да, сперва там работают, сперва здесь работают, по миллиметру будут убирать, да, потом переходят к другой голове, там у нас уже меньше волос будет,
И там, где меньше волос, мы учимся делать переходы. Мужские стрижки. Значит, даже каждый мужчина садится и говорит: стригите меня с переходом. Вот к этому мы обучаемся. Как это понятие с переходом? С переходом это значит от коротких к длинным. То есть на макушке будут длинные волосы, а снизу где-то там будет у нас И поэтому поменьше, здесь да? пока внимания не обращаем, обращаем только сейчас на укладку. А вот смотрите, во время ковида, кстати говоря, да, у многих мужчин, я заметила, ну, наверное, вот многие заметили, были аллопеции, такие вот очаговые. То есть вот где-то вот в этой области, вот где-то Но не вот только тут у мужчин, у женщин, у женщин тоже, да, были? Появились в аптеках, во время ковида, после ковида сразу даже уходовые средства от выпадения волос. Сейчас упор делается на восстановление волос очень много. Многие салоны этим занимаются. Ну, то есть, смотрите, вот вы говорите, стрижка с переходом, это как раз вот, ну, такая проблемная голова, да, то есть где-то вот аллопеция и вот волосы длинные, например, на затылке, они очень хорошо закроют вот наши проблемные места. Если длинные волосы на теменной зоне, да. И Слава богу, что они растут, волосы, да, то есть можно подождать Да, чуточек и как-то они вот... восстанавливаются. Мы работаем всегда на чистых волосах. Всегда на чистых волосах. Волосы помыли. Для укладки бомбаж называется, нужны только вот скелетная расческа и фен. Что такое бомбаж? Это придание объема от корней. Сейчас тоже актуальная укладка. При помощи укладки мы корректируем формы головы. Где у нас уменьшается объем затылочной зоны, мы здесь дадим объем. И где у нас идет уменьшение лобной зоны, да, мы здесь тоже дадим объем. И достигнем хорошую мужскую форму, квадратную. Мужская форма вообще это квадрат, мужественность. Прежде чем начать, мы, значит, должны использовать термозащиту, потому что мы работаем феном, горячим воздухом, да? Прежде чем я немножко сейчас побрызгала, но еще могу показать по всей голове, И до этого я немножко побрызгала. Берем тоже, обязательно вспениваем, берем мусс или пенку, обязательно распределяем на ладони и распределяем по всей голове, по всем волосам, а не только на одном месте, да? Вот так хорошенько прорабатываем. Ну вот видно, что стрижка все равно начата была по плоскости. Мы видим горизонтальную плоскость, вертикальную плоскость. В чем особенность работы феном и скелетной расческой? Они должны работать синхронно, то есть куда расческа, туда и фен. Куда расческа, туда и фен. И работаем таким образом. Наверх. Наверх, сбоку, но оно должно идти рядом с расческой. За расческой. Делим голову на рабочие зоны, височно-боковая, затылочная, теменная зоны, да, и начнем работать с затылочной зоны. Это всегда так должно быть? Это всегда классика. Это классика. С первого курса мы обучаем классическую базу. И замечаю, что вот температура должна быть не слишком горячим, а средняя. И не слишком близко, да? Ну, здесь манекен, но все равно
Мы работаем таким образом. Здесь я поменяю руку. Вот где фен, туда. Ой, где расческа, туда и фен. Начинаю работать с затылочной зоны. Я начинаю там, где уменьшение, уже делать объем. Сперва горячим воздухом, потом фиксирую холодным воздухом. Вот подхватываем, подхватываем у корней и распределяем. Подхватываем и распределяем. Здесь уже прямо, 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 а здесь даем уже объем, чтобы все волосы встали. А где уже ровная зона, да, мы не поднимаем, приглаживаем. А здесь уже приподнимаю. На затылке. Да, вот видите, уже объем есть. А здесь наоборот, вот поглаживаю. Могу дать пробор и уже начинаю работать с пробором. Горячим воздухом и фиксирую холодным. Зона челки опять начинаю приподнимать. Опять начинаю приподнимать и поглаживаю. Все равно здесь обращаю внимание. Здесь уже начинаю делать бомбаж. Начинаю делать бомбаж. Фиксирую холодным. Ой, сперва горячим, потом фиксирую холодным. Могу дать уже направление. Вот этот бомбаж сейчас очень актуальный. Потому что сейчас в стрижках более длинные волосы актуальны. Не как вот было фейд, да? Ну, фейд есть, но сейчас уже очень многие стригутся, уже классическая стрижка. А у молодых уже идет как под корейца. Под корейца более удлиненные волосы, да? То есть, если деловыми... вот мы дорамы смотрим, это мужчины, ну, как бы длинные волосы сверху, да? И вот где-то по вот в этом бокам, районе да, уже здесь может быть поменьше волос. фейдирование, это значит плавный переход. Но мы, как говорили, в стрижках есть, в одежде есть 3D, да, сережки 3D появились. И в стрижках тоже есть 3D переход, когда Плавный. вот плавный, очень плавный переход, как будто это кистью немножко прошлись и к длинным волосам. Очень красиво, очень красиво. Но вот мы бомбаж делаем и с боков. Здесь тоже немножко я объемчик сделала, да, и переходим. У нас мы хотели сделать пробор с пробором, да. Можно еще раз побрызгать. И фиксируем пробор. Да. То есть подсушиваем горячим воздухом, а фиксируем холодным воздухом, Да, да? да. Ой, ну я вот, например, этих вот тонкостей не знала, оказывается. Я почему-то Вот. думала, что Теперь уже холодное знаете. это чисто для комфорта, как бы, а оказывается это для укладки. Да, Ну, это функция для фена. фиксации. Ага. Вот немножко вот с направлением можно.
Уже работаем тихо-тихо, тихо-тихо. То есть маленькая скорость должна быть, да? Да. Это у вас уже, вот сейчас вы подсушиваете, да? Я сейчас даю направление и подсушиваю. Значит, вот как правильно нужно делать укладку. Да. Вот, слегка открыли. И опять же по всей голове работаем. Укладка все равно у нас получилась. Здорово. Стрижку мы... Ну, знаете, вот волосы, они такие, как настоящие, хотя это вот, ну, шерсть козы, да? Да. Оно приближенное к Да, человеческой. человеческому волосу. Вот, правда, вот на ощупь как будто вот густая такая вот Вот мы шевелюра. придали только форму укладки. Сейчас мы фиксируем. У нас есть гель моделирующий, да? Много-много не берем, Чуть-чуть. чуть-чуть и даем тепло, Согреться. Мгм. тепло своей руки. На пальчиках, да? Да, Ага. И вот буквально вот потом... да. Берете. И работаем уже концами. Мгм. Концами. То есть на кончиках пальцев растираем вот этот гель Да. и потом проходимся по волосам. По волосам Мгм. даем более естественный, естественный вид, да? Мгм. Как будто человек взял, да, расчесался. И все, и, И так всё. и было. Мгм. А еще лучше взял, встал и уже, и уже так и было. Ага. И фиксируем всегда лаком. Ох ты, Но лаком тоже не не увлекаемся, Чересчур. издалека укрываем лицо клиента. И деликатно очень, да? Да. А сейчас ведь лаки очень разные. Вот, ну, например, вот наши стилисты используют пудровые какие-то вот, ну, Да. закрепители волос, да? Мы каждый год учимся. И почему? Почему? Потому что появляются новые технологии, новые вот средства. Мгм. Все, Средства разные. да, средства. И сейчас можно и сухим лаком, да, объем дать. Мгм. Ага. Поприятно, когда работаем, можно сухой лак А побрызгать. сухой лак это как? Порошковый. Порошковый. Ну, не лак, а пенка может, вместо пенки. Сухой порошок для придания, ну, для объема. Мгм. Мгм. Ну, лак остается лаком. Лаком все равно фиксируем. То есть лак это все-таки, ну, лучше, да, чем пока, или как, чем другие современные средства? Лак сильной фиксации, он уже окончательный. Окончательно фиксирует. И вот видим, там, где у нас затылка не было, объем появился, да? И там, где у нас лоб, здесь снижение было, у нас появился объем. Помимо нашего обучения вот, студентов, да, мы ведем курсовые работы, курсы, и к нам приходят молодые мамочки, стали приходить молодые мамочки. До ковида приходили медработники, учителя, да, но сейчас уже демографическая политика, у молодых семей много детей, мальчиков, могут быть 3 мальчиков, 4 мальчиков, да. И Еще представляете, вот, допустим, 4-й муж, пойти к да? парикмахеру, да, Ага. это будет очень накладно каждый месяц, да, один раз. Сейчас, ага, да. И поэтому помимо стрижки мы тоже обучаем вот укладкам. Мгм. Даже ребенок с укладкой сейчас очень даже креативный же, да? Очень, ну, хочется малыша тоже красиво дать красивый вид с красивой укладкой. Вот такие укладки с проборами мальчикам очень подходят. Очень нравится. Очень нравится. Да. Ага. И вот, как мы сказали, модная сейчас у нас Да. такая азиатская тема, это вот корейский типаж, да, именно вот волос имеется в виду, да. Ну, классика остается поэтому, классикой, и сейчас вот это все забытое, ну не забытое, все возвращается, да? Да, да. Объема. Если посмотреть старые фотографии, наверняка, да, ваших предков, дедушек, там, бабушки, дедушки, посмотрите, какая прическа у ваших дедов. То есть примерно вот, ну, что-то вот такое длинненькое вот здесь, да? У и нас здесь есть вот фото такой отца, где у переход. него
прямо вот такая укладка. Да. Еще немножко с чубом, и чуб немножко вот так лежит. Ой, как красиво. Мгм. Красавица, Да, наверное, да, вот очень не красиво. сомневаюсь. Да. Ну что, друзья дорогие, сегодня мы еще раз как-то вот нам Римма Иннокентьевна напомнила, что любая хозяйка может стать волшебницей у себя дома и спасительницей всех своих там спутников, да, мужского пола, да, ну, там мужья, сыновья, отцы, и создать им красивую такую вот укладку своими руками. Любая женщина сможет. Да. Мгм. Фен и скелетная расческа. И Вот все. и все. Любая женщина, я думаю, при желании может создать такую красивую укладку дома, в домашних Конечно, условиях. да. Ну что, будем пробовать? Всем желаю успеха.